Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте мы еще немножечко подождем. И, может быть, есть у вас вопросы по тем мероприятиям, которые у нас уже проходят. Может быть, есть вопросы по летней дистанционной школе, по школе молодых педагогов, по проведению мониторинга. Уважаемые коллеги, хорошо ли нас слышно, хорошо ли видно? Да, значит, пожалуйста, в чате. У нас пока только 4 участника. Ждем еще немножко. Кто уже с нами присутствует, пожалуйста, обозначьтесь. Укажите свою образовательную организацию. Да, постепенно нас становится все больше. Коллеги еще не переключились с предыдущего нашего вебинара. Мы подумали, что мы будем трансляцию тоже. Это же вкусно. Так, уважаемые коллеги, на нашем предыдущем вебинаре мы говорили о проведении грантового конкурса для школ участников проекта и школ лидеров. Проведение этого конкурса запланировано у нас в октябре. Заявки будут приниматься с сентября. Напомним еще о задачах на первое полугодие 2019 года. На последней, на самой высокой ступеньке у нас стоит заключение партнерских договоров школа-лидер, школа-участник. Эти партнерские договора заключаются между школами-участниками проекта, разработавшими свои программы перевода школы в эффективный режим функционирования, и между школами-лидерами, которые предоставляют свои ресурсы для школ-участников проекта. В рамках проекта у нас выстраиваются межмуниципальные и муниципальные школьные команды. В качестве оператора проекта выступает Республиканский институт развития образования, который организует консалтинговое сопровождение участников проекта. И мы напоминаем о том, что вся информация о сотрудниках института, который курирует каждую школьную команду муниципальную, уже выставлена на платформе «Мобильный методист» и также на страничке проекта на сайте Института развития образования. Еще раз просим вас проверить ваши контактные данные. Если они указаны неверно, может быть какая-то опечатка где-то, пожалуйста, сообщите нам об этом. И те, кто еще не заявился, но желает заявиться, тоже присылайте информацию, мы обновим ее и на нашем сайте, и на платформе «Мобильный методист». В каждом муниципалитете у нас в этом году образовано муниципальное сетевое сообщество «Школьная команда», основной функцией которых является разработка и реализация муниципальных и школьных программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Каждая школьная команда под руководством координатора из управления образования состоит из команд школ-лидеров и школ-участников проекта. Основная задача школ-лидеров – помочь школам-участникам проекта разработать и реализовать школьную программу перевода школы в эффективный режим функционирования. Об этом мы более подробно говорили в нашем предыдущем вебинаре. Если кто-то не присутствовал на нем, вы можете просмотреть запись вебинара о грантовом конкурсе в нашем видеозале. Целью грантового конкурса является стимулирование именно командной работы между школами-лидерами и школами-участниками, между школьными командами проекта по разработке программ перевода школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в эффективный режим функционирования, с учетом выявленных ресурсных и профессиональных дефицитов педагогов. Напоминаем, сроки проведения конкурса 5 сентября по 3 октября 2019 года. Участие в нашем грантовом конкурсе
с разработанными вами программами перевода школы в эффективный режим функционирования позволят вам погрузиться в такой стиль жизни эффективной школы, осуществлять живое управление на основе общей системы ценностей. То есть вы достигаете консенсуса по поводу высоких ожиданий, по поводу заявленных целей, четких правил поддержки каждого ученика. Это активное взаимодействие и сотрудничество, которое предполагает сочетание поддержки и требовательности как на горизонтальном, так и на вертикальном уровне. Это совместное планирование и анализ действий с участием всех педагогов и партнеров школы. В частности, да, мы говорим о школах-лидерах, которые будут осуществлять тьюторское сопровождение всех школ, участников проекта в своем муниципалитете. И сегодня мы говорим об одном из важнейших условий реализации программы перевода школы в эффективный режим функционирования и одном из важнейших условий участия школьной команды в грантовом конкурсе – это организация сетевого взаимодействия. Более подробно сейчас мы будем говорить именно о сетевом взаимодействии. Уважаемые коллеги, а что вы подразумеваете под сетевым взаимодействием? Хотелось бы услышать ваше мнение. В чате, пожалуйста, обозначьте ваше видение, ваше понимание сетевого взаимодействия. Может быть, в широком смысле, может быть, сетевое взаимодействие именно в образовании. Какие-то основные характеристики сетевого взаимодействия. Какие возникают у вас ассоциации при упоминании сетевого взаимодействия. Кто-то у нас пишет. Пожалуйста, ждем ваших ответов. Чтобы мы с вами понимали, что мы будем сегодня говорить в одном проблемном поле, чтобы у нас не было разночтений в понимании, что же такое сетевое взаимодействие. Вот мы определимся с понятием. Что такое сетевое взаимодействие в вашем понимании? Уважаемые участники, просим быть активнее. Хорошо, Ирина Анатольевна, спасибо большое. По-вашему, сетевое взаимодействие – это способ деятельности по совместному использованию ресурсов. Да, действительно, это так. Светлана Куприяшина пишет нам, что это объединение ресурсов материально-технических, кадровых, информационных для достижения поставленных целей. Замечательно. Мы с вами в одном поле работаем. Еще, пожалуйста, коллеги. Кто еще свое видение нам представит? Еще кто-то из коллег пишет. Пожалуйста, подождем. Сегодня мы специально выбрали формат вебинара ProfMe, чтобы в чате мы могли друг с другом общаться, чтобы мы сразу видели ваши ответы на наши вопросы. Так, хорошо, Лариса Борисовна Коренева. Способ реализации общеобразовательных программ с использованием ресурсов разных организаций. Замечательно. Хорошо, вот тогда мы с вами пойдем дальше. Под сетевым взаимодействием понимается форма особым образом структурированных связей между отдельными педагогами, между образовательными учреждениями, между процессами, действиями, явлениями, осуществляемыми на основе добровольного объединения ресурсов, взаимной ответственности и обязательств, идеи открытости для достижения общей цели. Нам кажется, что вот это определение, которое дает Бугрова, оно в наибольшей степени раскрывает все основные стороны сетевого взаимодействия. Вот еще одно определение, в котором подключаются также и возможности информационно-коммуникационных технологий, дает Сергеева. Сетевое взаимодействие рассматривается как система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость учреждений образования, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий. Нам кажется, что вот именно эти два определения, они друг друга взаимно дополняют и в полной мере отражают сущность сетевого взаимодействия. Что же будет выступать в качестве основных характеристик сетевого взаимодействия, с учетом которых мы должны это взаимодействие выстраивать?
На первое место мы должны для себя поставить объединяющую цель. Соответственно, эта объединяющая цель приводит нас к пониманию солидарной ответственности за ее достижение. То есть, когда мы с вами заключаем партнерское соглашение, в том числе и в рамках нашего грантового конкурса, в рамках реализации проекта «Эффективная школа», мы должны сформулировать единую для всех участников цель. Школа-лидер, школа-участник, к чему мы с вами вместе должны стремиться, и, соответственно, ту ответственность, которую мы несем, да, мы несем совместно. Также важной характеристикой сетевого взаимодействия является независимость членов сети и, соответственно, добровольность этих самых сетевых связей. Это множественность лидеров, которая приводит к коллегиальности принятия решений. Это множественность уровней взаимодействия с возможностью обязательного осуществления обратной связи. Также сетевое взаимодействие предполагает наличие не только вертикальных, но и горизонтальных связей. В данном случае, да, у нас вертикальные связи между школами-лидерами и школами-участниками, а горизонтальные связи могут осуществляться между школами и участниками проекта. То есть у вас может быть партнерское соглашение не только на двоих, да, может быть и на всех участников внутри школьной команды муниципальной. Школа-лидер заключает соглашение трехстороннее, четырехстороннее, с несколькими образовательными организациями одновременно. Да, и внутри этого соглашения школы, участники проекта тоже могут между собой реализовывать сетевое взаимодействие. Конечно, сетевое взаимодействие заключается для того, чтобы извлекать взаимную выгоду. Да, то есть оно должно быть полезным для всех его участников. Да, такая всесторонняя полезность – это также одна из важнейших характеристик сетевого взаимодействия. И, конечно же, сетевое взаимодействие предполагает структурирование деятельности и разделение обязанностей участников этого взаимодействия. Для чего же нам сетевое взаимодействие необходимо? Уважаемые участники, вопрос к вам. В чем плюсы сетевого взаимодействия для образовательных организаций? Ждем ваших ответов в чате. Для чего необходимо? Зачем нужно? Какие преимущества дает нам? Кроме использования ресурсов друг друга, да, то есть мы понимаем, что это невыгодно составляющие на самой поверхности. Ждем в чате ответов на вопрос, для чего нам необходимо сетевое взаимодействие. Для чего необходимо сетевое взаимодействие образовательным организациям, в частности в рамках проекта «Эффективная школа». Что ждут от сетевого взаимодействия школы-участники проекта? Что ждут школы-лидеры? Спасибо, Татьяна Вячеславовна. Обмен опытом, замечательно. Еще что? Восполнение недостающих ресурсов, например, кадровых, Лариса Борисовна, спасибо. Очень важное ожидание, которое действительно позволяет нам решить многие вопросы, многие проблемы. Может быть, вы конкретно чего-то ждете от сетевого взаимодействия? Что бы вы может хотели увидеть? Да, что бы вы хотели, например, от школы лидера в своем муниципалитете? Вот в предыдущем вебинаре мы говорили о том, да, что начинать необходимо с анализа текущего состояния школы, да, проанализировать вот те анкеты, которые вы заполняли. Так, Светлана Купряшина отмечает, да, восполнение недостающих ресурсов, коллегиальное принятие решений, работа над одной проблемой. Замечательно. То есть вот после того, как вы осознаете свои проблемы, да, вы сможете уже более конкретно говорить о том, что вам принесет сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями в рамках своего муниципалитета. Использование продуктивного, эффективного опыта школ лидеров. Замечательно, Лариса Борисовна. Так, еще кто-то у нас что-то пишет. Подождем немножечко. Продолжим дальше. 15 участников с нами уже на данный момент. Замечательно. Активность наша возрастает. Да, не переживайте, кто не успел посмотреть, не смог. Какие-то технические проблемы были всегда в видеозале у нас. Можно посмотреть запись вебинара. Ждем все, кто пишет. Продолжим.
возможность обобщения опыта, повышение результативной работы педагогов школ-лидеров. Да, замечательно. Да, действительно, все эти преимущества сетевого взаимодействия, они диктуют необходимость его реализации и в рамках проекта «Эффективная школа». То есть мы с вами можем распределять ресурсы при общей задаче деятельности. Общая задача у нас какая? Повысить качество образования в наших школах. Школах с низкими результатами и школах, функционирующих в сложных социальных условиях. Да, для этого мы можем использовать ресурсы школ-лидеров, в том числе мы можем эффективно использовать и ресурсы школ-участников. Да. Может быть, где-то в одной школе у нас есть хороший педагог по математике, в другой школе, может быть, по русскому языку хороший педагог есть, да, который показывает высокие результаты. Тем не менее, мы можем этим опытом обменяться и среди школ-участников проекта. А также сетевое взаимодействие позволяет нам опираться на инициативу каждого конкретного участника. То есть не только школа-участник просит что-то от школы-лидера, да, но и школа-лидер предлагает какие-то свои возможности, свои ресурсы для использования школами-участниками проекта. Может быть, у нас получится выстроить не только муниципальное такое взаимодействие внутри муниципальных школьных команд, может быть, мы выйдем с вами и на уровень межмуниципального взаимодействия. Да, это когда там школьная команда одного муниципалитета предложит интересные варианты взаимодействия, которые могут быть приняты и другими муниципалитетами. Также, конечно, сетевое взаимодействие позволяет нам осуществлять прямой контакт участников друг с другом. Но для того, чтобы этот прямой контакт можно было реализовать, мы организовали для вас возможность вот такого взаимодействия на платформе «Мобильный методист». Да? То есть там каждая школьная команда может организовать внутри школьной команды это взаимодействие. Общаться. Ну, конечно, у вас есть и другие контакты. Бифана уже отметила, да, что все контакты координаторов от каждой образовательной организации они у нас уже размещены и на платформе «Мобильный методист», и на нашем сайте. Конечно же, сетевое взаимодействие дает нам возможность выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели. Внешнюю цель задает нам наш учредитель Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми. Мы, как оператор, эту внешнюю цель вам задаем, и вы уже выстраиваете возможные пути движения к этой цели. И, конечно же, сетевое взаимодействие, как вы правильно отметили, позволяет нам использовать общие ресурсы сети для нужд каждого конкретного участника этого взаимодействия. Основными критериями и показателями эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций выступают, конечно же, прежде всего кадровые. Да? Вы об этом говорили в своих ответах. Видимо, проблема действительно в каждой школе существует. Да? Во многих школах эти проблемы сходны. Это кадровые ресурсы. И именно возможность разрешить эту кадровую проблему, она и выступает в качестве такого основного ведущего показателя эффективности сетевого взаимодействия. Конечно, это возможность реализовать организационно-финансовые условия. Экономить, может быть, какие-то финансовые средства. Эффективно использовать их не в рамках одной образовательной организации, а создать сеть для того, чтобы пользоваться всеми образовательными организациями одними и теми же ресурсами, да, одной и той же ресурсной базой. Материально-технические условия, информационные, содержательные, результативные и средовые. То есть вот все эти комплексы этих критериев показателей эффективности сетевого взаимодействия мы должны с вами учитывать и предполагать их при составлении ваших партнерских соглашений. Проект партнерского соглашения представлен на платформе «Мобильный методист» в разделе «Документы». Уважаемые
Уважаемые коллеги, сейчас мы покажем на платформе мобильный методист, где мы с вами можем найти необходимые для нас документы. И продолжим нашу. Так, уважаемые коллеги, на сайте Института развития образования в разделе «Проекты» переходим на проект «Эффективная школа». Здесь мы видим, да, действительно, вот информация обо всех участниках и координаторах проекта выложена на главной странице проекта. И также эта информация представлена в разделе «Участники проекта». Тоже все участники и координаторы проекта «Эффективная школа» представлены в отдельном файле. И если что-то не так, вы можете к нам обратиться, чтобы мы эту информацию откорректировали. И по ссылке «Мобильный методист» мы сами выходим на платформу «Мобильный методист». Здесь уже появилась информация о этой дистанционной школе. И в разделе «Документы» также есть контакты участников проекта «Эффективная школа». И вот он сам проект соглашения между школами и участниками проекта. Вы можете его скачать, скачивать в формате Word для того, чтобы вам было с ним работать. И здесь вы указываете свои образовательные организации. СОШ номер 1 – это школа, лидер СОШ номер 2 – это школа участник проекта. И договариваетесь о сотрудничестве. Здесь представлен достаточно подробный перечень взаимных услуг и совместных работ. Вы можете оставить только то, что вам действительно необходимо после того, как вы определите свои сильные и слабые стороны, после того, как вы определите основные направления улучшения вашей работы, улучшения качества образования ваших образовательных организаций. Да? То есть этот перечень не обязательно, вы можете изменять. Срок действия соглашения на 2019 года. И далее вы можете продлить это соглашение уже за рамками вашего проекта, если ваша работа действительно окажется эффективной, и вы сможете воспользоваться всеми необходимыми возможностями организации сетевого взаимодействия. Двусторонний акт с перечнем выполненных работ представляется не позже 10 декабря 2019 года. Ну, то есть друг другу эти акты на подпись передаете. Уважаемые коллеги, обращаем внимание, что вы подписываете 3 экземпляра договора. Один договор оставляет у себя школа, второй экземпляр оставляет у себя школа-участник, третий экземпляр вы направляете на адрес Института развития образования. Для того, чтобы мы контролировали, что да, действительно у вас эти договоры существуют, и в отчетную документацию эти договоры нам необходимо будет прикрепить. Уважаемые коллеги, если у вас вопросы, по заключению партнерского соглашения, то есть мы с вами не говорим о том, что это договор о сетевой форме реализации образовательных программ. Нет, такого мы с вами подписывать не будем. Это партнерское соглашение в рамках проекта «Эффективная школа». Уважаемые коллеги, вопросы? Вопросы в целом по реализации проекта, может, у вас появились по прохождению мониторинга, по летней дистанционной школе, по участию в летней школе молодых педагогов, по прохождению диагностики профессиональных дефицитов, может, у кого-то какие-то проблемы возникли при
регистрацию своих педагогических работников. Пожалуйста, пока у вас есть возможность, эти вопросы можете в чате задать. Если вы хотите задавать вопросы в чате, вы всегда можете обратиться по электронной почте или по телефону, потом позвонить в рабочее время. По электронной почте лучше, потому что всегда возможно, мы не всегда находимся в своих кабинетах, поэтому электронная почта – это хороший вариант связи. Стараемся отвечать сразу. Уважаемые коллеги, так, кто-то что-то пишет там, пожалуйста. Проблемы с ждем, написать, что можно. Мы благодарим всех, кто сегодня нашел возможность поучаствовать в нашем первом вебинаре и втором вебинаре. Мы готовы к активному взаимодействию с каждым участником проекта. Всегда рада ответить на ваши вопросы. Ну, а все видеозаписи наших мероприятий размещаются в видео. В ближайшее время мы создадим там отдельный раздел именно по мероприятиям проекта, чтобы вам легче было свою работу организовать. Итак, уважаемые коллеги, ждем заполненных вами анкет по мониторингу внешних условий, внутренних условий мониторинга, качество преподавания, качество управления до 20 июня. Также ждем заявки на участие в летней дистанционной школе. Прежде всего, заявки на курсы повышения квалификации. Сегодня у нас обозначен последний день. Ну, я думаю, что завтра еще эти заявки будем принимать. И после праздника 13 числа мы будем уже закрывать заявки, формировать группу, которая у нас будет участвовать в курсе повышения квалификации, и всю информацию мы вам также направим, кто в какую группу будет подключен. Регистрация на курсы каждого педагога индивидуально будет осуществляться до 20 июня. Напоминаем. Обучение с 20 июня по 30 августа в любое удобное для вас время. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, мы благодарим всех участников нашего сегодняшнего вебинара. И на этом будем прощаться. Кто-то что-то там хочет нам написать. Ждем еще. Так, еще 2 минутки у нас для окончания эфира. Буквально несколько школ, коллеги, в школе молодых педагогов у нас Очень плохо слышно. приезжает. Коллеги, выложена запись, и вы сможете еще раз посмотреть, как будет все хорошо слышно. Надеемся. Хорошо слышно, Александр Николаевич, у нас? Да. В летнюю школу молодых педагогов мы ждем заявки до 15 июня. На сегодняшний день уже зарегистрировано больше 30 участников. Мы не можем больше 50 человек, там условия парка не позволяют большое количество участников принять. Поэтому, коллеги, кто еще не направил педагогов, напомню, у нас участие абсолютно бесплатно. Пожалуйста, ваша задача будет организовать проезд, дорогу, проживание, питание, обучение, все на бесплатной основе. Ждем ваших молодых педагогов. Я думаю, это будет очень полезно. Благодарим всех участников. Успешной работы. До свидания.